Популяризация абхазской национальной одежды, увеличение мастеров, обладающих необходимыми навыками и знаниями особенностей пошива национальной одежды, сохранение традиций – все это основные цели данного проекта. Молодежь начинает подзабывать, некоторая молодежь, не буду всех, так скажем, но нам нужно эти традиции поддерживать, и это очень важное качество будет в молодежи, когда они чтят свои традиции, свою историю, свою культуру, несут уже будущему своему поколению. На участие в проекте по пошиву национальной одежды сразу же откликнулись 5 учениц Сухумской школы кройки и шитья «Модатекс». Молодые портнихи давно хотели научиться этому ремеслу. На протяжении 3 месяцев мастерицы обучались конструированию и технологии пошива мужской национальной одежды, а также прошли курс технического рисунка. Они отделки научились делать всевозможные, то есть как делать кисточки для башлыка, как отделывается башлык и какие швы при этом употребляются, какие пуговицы и так далее. Те характерные черты национальной одежды, которые отображают нашу культуру. По словам учениц школы, сшить национальную одежду непросто, однако желание научиться такому интересному ремеслу помогло преодолеть все сложности. Сложности черкеску. Очень сложно было шить, эти козырьки пришивать, вот эти кантики обрабатывать. А так все почти ручная работа, пуговицы, накапу. Кроме практических занятий, участницы проекта прослушали и курс по материаловедению, благодаря чему смогли изучить материалы, из которых традиционно шили национальные костюмы. Ткани у нас бывают разные, то есть они нас постоянно окружают в любой форме, то есть это могут быть какие-то мягкие формы или жесткие формы. В данном случае мы изучали абхазский национальный костюм и отталкивались от мысли, что нужно воссоздать как можно более достоверный костюм. И, соответственно, старались подобрать такие ткани, которые соответствовали бы тому времени, когда носились эти костюмы. Первые 5 костюмов, сшитых в рамках проекта, были подарены представителям Международного объединения содействия развитию абхазо-абазинского этноса «Алашара». Организаторы планируют открыть в следующем году аналогичные курсы по шитью женской национальной одежды. Главная суть следующего этапа проекта, что мастерицы будут обучены ручной работе, фасонному плетению, плетению ручного галуна. Это особенная техника, которой обладают немногие на сегодняшний день в нашей стране. Именно поэтому вот в фокусе внимания проекта будет обучение этих девочек, которые прошли сегодня первый этап, вот этому особенному, можно сказать, древнему мастерству. Национальный костюм – это не просто сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров. Это часть истории, культуры и традиций народа. Организаторы проекта по пошиву национальной одежды надеются, что их инициатива получит широкую поддержку, и абхазский национальный костюм станет обязательной частью гардероба мужчин и женщин Абхазии. В преддверии Дня Победы Сухумский офис Всемирного абхазо-абазинского конгресса запустил флешмоб по пошиву национального костюма. Мы считаем, что национальный костюм и ношение национального костюма нужно возрождать. Мы считаем, что он должен стать модным, красивым. Это норма поведения, это вообще этикет поведения абхаза. И поэтому, пользуясь случаем, я свою часть флешмоба выполнил и с удовольствием передаю абхазскому государственному телевидению. Кугуса Вардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.